Здравствуйте, добрый день. Да. Все, я уже говорю, да? Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада вас приветствовать. Меня зовут Панюкова Екатерина Васильевна. Я сотрудник отдела комплектования и каталогизации Национальной библиотеки Республики Коми. Сегодня наша с вами тема называется «Основные способы и альтернативные источники комплектования библиотечных фондов». Сейчас я включу свою презентацию. Так, поехали. Значит, комплектованием называется создание и постоянное обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам пользователей. Не нужно забывать, что комплектование – это сложный процесс, это сложный двусторонний процесс. Комплектование – это не только собирание документов, но и постоянное обновление фонда, как за счет его пополнения новыми документами, так и через исключение из него документов, которые уже не могут удовлетворять потребности пользователей. Комплектование библиотечного фонда проходит следующие этапы. Первый этап – это анализ внешнего документного потока. Второй – это отбор документов из него. Третий этап – заказ отобранных документов для приобретения в фонд. И четвертый этап – это приобретение документов и включение их в фонд. Сейчас я остановлюсь на каждом этапе и раскрою вам нюансы каждого этапа. Что у нас происходит на первом этапе? На первом этапе происходит изучение книжного рынка. То есть на первом этапе нам необходимо иметь представление о библиографических пособиях, которые извещают нас о том, какие документы имеются в обращении и какие планируются к выходу в свет. Также на данном этапе изучаются официальные сайты различных издательств, происходит мониторинг самых актуальных изданий. Если кто-то из вас в прошлом году меня слушал, тогда я читала лекцию о том, как мы сотрудничаем и с какими издательствами конкретно мы сотрудничаем, с российскими, я подробно рассказывала, как издательства на своих официальных сайтах вывешивают различные топы. Вот, например, я привела пример издательства АСТ. Видите, да, мы сейчас находимся на их официальном сайте, и в кружочек я обвела вам сразу их топ. Если вы провалитесь туда, то вы увидите, что этих топов у них множество. Ну вот, например, как пример, я привела топ-10 детективов для девочек. Или там у них бывают, допустим, топ самых продаваемых книг за последний месяц. Вот такого плана книги, да? То есть, когда комплектатор сидит, изучает сайты, он ориентируется на эти топы, он смотрит, что больше всего спрашивают, что больше всего покупают, да? И потом комплектатор может, допустим, тот же самый список предложить уже своим фондовикам, а те, в свою очередь, уже будут смотреть, что оттуда заказывать, аж от чего воздержаться. У определенных издательств каталоги вывешены не только как в PDF-формате, они бывают в Excel-формате. Это очень удобно. Вот, например, издательство «Лань». Посмотрите, да, я опять привела вам пример. Издательство «Лань». На своих слайдах вы видите их официальный сайт. И опять же в кружочек я вам обвела их каталог. То есть, если мы посмотрим, то их каталог очень удобен тем, что он сразу разбит на темы. И каждая библиотека, то есть она по своему профилю уже посмотрит, что ей нужно. Кто-то выберет математику, да, а кто-то выберет медицину. Дальше как происходит? Эти Excel-формат прайсы скачиваются, их можно редактировать, да, то есть мы можем отбрасывать ненужные нам годы, мы можем убрать, например, мягкие обложки, это кому как нравится. И потом уже эти готовые Excel прайсы, опять же, раздаются фондовикам, и те уже отмечают свои сигвы, что они хотят видеть в своих фондах. Тоже очень удобно. Еще такой момент, что
актуальные новинки, которые выходят в свет, очень удобно мониторить в журналах. Вот, например, наша библиотека, Национальная библиотека Республики Коми, мы получаем по подписке очень хороший журнал, который называется «Читаем вместе». Журнал, где в интересной подаче представлены как раз самые актуальные новинки, которые читает вся страна. Вот уже 16 лет журнал «Читаем вместе», навигатор в мире книг, помогает читателям ориентироваться в современной литературе, как в российской, так и в зарубежной. Но на самом деле журнал действительно хороший, я сама его периодически мониторю, да, он очень интересный, там рецензии различные, аннотации каждой книги, обложки, все очень доступно и интересно, формат такой подачи. Основное наполнение журнала – это рецензии на книжные новинки. В каждом номере представлено около 50 рецензий. В рубрике «Готовиться к печати», тут в журнале есть такая рубрика «Готовиться к печати», там публикуются отрывки из еще даже не вышедших книг. То есть читатель может первым ознакомиться с текстами, которые уже как бы люди обсуждают, но на самом деле их еще нет. То есть, как правило, на такие книги, когда их еще по факту нет, мы делаем предзаказ. Делаем предзаказ, и потом, когда эта книга появляется, выходит из-под печати, то или иное издательство, где вот была выпущена эта книга, на нашу электронную почту отправляет такой сигнал, то, что вот ваша книга, которая стояла в предзаказе, ее можно заказывать. Очень удобно. Тут в этом журнале есть раздел «Книги моей жизни». Тут актеры, писатели, музыканты, творческие люди, другие знаковые герои делятся списками любимой литературы, да? То есть кто что любит читать. Может быть, у кого-то есть кумиры, допустим, среди музыкантов, да, и кто-то вот послушает, что он любит, да, и захочет почитать то, что читает его любимый кумир. Это как бы тоже такой хороший вариант. Также в журнале регулярно публикуются актуальные рейтинги книжных бестселлеров месяца. У журнала есть официальный сайт, вот на следующем слайде вы увидите, посмотрите, я сделала вам активную ссылку, да, то есть если вы кликните по этой ссылочке синенькой, то вы как раз попадете на их официальный сайт. Официальный сайт у них тоже такой яркий, вот, можно сразу увидеть, если провалиться в него, как раз о чем говорила, да, то есть то, что продается больше всего, то, что покупается больше всего, то, что больше всего читают. И также у них рейтинги по месяцам, например, за квартал. Очень удобно. Вот посмотрите, у них есть рубрика «Детские книги», да, можно увидеть. Там тоже есть подборки, то, что любят читать дети. То есть детским библиотекам как бы тоже вариант вот здесь смотреть и мониторить, что больше всего читает молодежь и дети. Для отбора и заказа изданий некоторые издательства, да, которыми мы работаем, с которыми мы тесно работаем уже много лет, такие как Инфра-М, издательство Кнорус, издательство Юрайт, да, они периодически отправляют нам свои вот такие вот печатные каталоги. Ну, я как пример привела вам картинку. То есть эти каталоги, они приходят нам Почтой России, я их открываю, и потом вот эти каталоги раздаю своим фондовикам. То есть они тоже очень удобны. Наши фондовики сразу смотрят обложку, да, они сразу видят, обложка твердая или мягкая, они читают библиографическое описание, они читают аннотации, и потом уже прямо в этих печатных каталогах галочкой отмечают себе то, что хотят видеть на своих полках. Я потом уже по этим их отметочкам составляю, значит, заказ тому или иному издательству, ну, естественно, в электронном формате, да, в Excel формате. Excel формат, он самый удобный для работы с издательствами. Еще хотела сказать о таком интересном проекте, он называется «Издательский час». В 2021 и 2022 году
Государственная публичная историческая библиотека. Я уверена, что все слышали о ней, да, что у нас есть такая библиотека. И Российская библиотечная ассоциация РБА проводят цикл мероприятий в рамках повышения квалификации сотрудников отдела комплектования библиотечных фондов. Проект «Издательский час». Цель проекта – знакомство с значимыми региональными издательствами, которые выпускают популярную историческую, краеведческую литературу. Вот эти встречи, они проводились один раз в квартал, то есть, получается, за 2021 год у нас прошло 4 встречи, да, и вот сейчас за 2022 год прошла вторая встреча, первая была в феврале, и сейчас вторая была в апреле, следующая в сентябре и последняя, по-моему, в декабре. Вот тоже очень интересный формат, очень интересная подача. Смысл в том, что каждый цикл, допустим, да, определенные издательства региональные рекламируют себя, да, показывают свои самые интересные новинки, которые вышли там в текущем году. Если 2021, то это в 2021 году, 2022 это уже в 2022 году. Рекламируют свои издательства и предлагают сотрудничать с ними. Очень формат такой достаточно интересный. Каждому издательству там также, они вот также выступают со своей презентацией, включают видео, и то есть благодаря вот этому циклу я даже вот для себя открыла такие издательства, о которых раньше не слышала, да. Благодаря вот этим циклам я заключила договоры с такими издательствами, как, например, Оренбургское книжное издательство, Политическая энциклопедия, издательство «Речь». Издательство «Речь» – это детское издательство, то есть для ЦБСок он может иметь интерес. Издательство хорошее, что мне в нем понравилось, практически отсутствуют мягкие обложки, и цены на книги достаточно лояльные. То есть нет бешеных больших цен, хорошая литература. Вот тоже такой способ, да, проект разрекламировать издательство и потом дать библиотекам возможность посотрудничать, да, с региональными издательствами. Кстати, наши в 2021 году, типография наша тоже выступала, и ведущий, который как раз проводит вот этот проект, да, ответственный за этот проект, он дал высокую оценку нашему издательству и сказал то, что ему самому лично очень нравятся наши издания, да, которые выпускает Республика Коми. В общем, он похвалил нашу типографию. Все то, о чем я сейчас говорила, а именно мониторинг официальных сайтов, да, различных издательств, изучение журналов, мониторинг и изучение каталогов печатных, все это можно отнести как к первому этапу, так и ко второму этапу комплектования библиотечных фондов. То есть сначала что у нас происходит? Сначала у нас происходит анализ внешнего потока и отбор документов из него, да, ибо когда комплектатор изучает те или иные сайты, журналы, каталоги, да, он вместе с тем заодно параллельно проводит анализ, с помощью которого отсеивает ненужные. То есть мы анализируем и берем в фонд то, что действительно нужно нам по профилю нашего, да, комплектования. Вот эти данные два этапа, а именно анализ и отбор документов, предполагают, что отбирать нужно только те документы, которые качественно соответствуют библиотечному фонду. Соответствовать они могут по свойствам актуальности, новизны, оригинальности, фундаментальности. Теперь мы перешли на третий этап комплектования библиотечных фондов, который называется «Заказ отобранных изданий для приобретения». Документоснабжение фонда подразумевает постоянные связи с представителями книготорговых предприятий, издательств, подписных агентств и так далее, так как именно они являются поставщиками необходимых для библиотеки документных ресурсов. Что касается нашей библиотеки, то мы с издательствами работаем по 44-му федеральному закону.
Посмотрите, он звучит так. Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закон от 5 апреля 2013 года. На данном этапе, как мне кажется, да, по моему мнению, что еще необходимо соотносить финансовые возможности библиотеки. То есть, как сказать, финансирование нам выделяют каждый год сумму одну и ту же. То есть финансирование не растет, а книги, вы сами, наверное, догадываетесь, что цены на книги растут с космической скоростью. И то есть тут надо понимать и соотносить, уметь как бы выбрать только то, что действительно очень важно, потому что финансирование недостаточное, а книги очень дорогие. Особенно вот с этой ситуацией, которая происходит сейчас, вот мне уже, наверное, десяток издательств написали письма о том, что с 1 апреля повышается цена минимум на 20% на книжную продукцию, да? То есть можно представить масштабы, как дорого будут стоить книги. Если говорить о законе, да, по которому мы работаем, то тут на данном слайде я кратко вывела вам, ну, чтобы примерно представлять, да, о чем этот закон. Вот посмотрите. Этот закон, с которым мы работаем, он предполагает возможность купить у поставщика книги в минимум 600 тысяч рублей. Да? То есть с одним поставщиком, с одним издательством я могу заключить, например, единовременный, так скажем, заказ, да, заключить договор на 600 тысяч рублей, не больше, да, меньше хоть сколько, но не больше. Бывает такое, что, например, издательства, допустим, хорошие, книг много, книги хорошие, много хотят, если, да, наши фондовики у данного издательства книг, тогда мы просто дробим один и тот же заказ на два договора. То есть, допустим, первый сделали на 600 тысяч рублей, и второй сделали, например, на 84. То есть можно так. Еще что говорит нам этот закон, то, что участники госзакупок у нас делятся на две категории. Посмотрите, с одной стороны заказчик, да, это муниципальные и государственные организации, то есть в нашем случае это, например, наша библиотека, да, Национальная библиотека Республики Коми, и с другой стороны это поставщик. Поставщик – это юридические лица или ИП. То есть это различные издательства, различные книготорговые организации и даже индивидуальные предприниматели. Вы, наверное, все слышали об индивидуальном предпринимателе Мастивенко Евгении Владимировиче, да? У многих он на слуху, он тут у нас в Сыктывкаре, мы с ним также тесно работаем. То есть поставщиком в данной ситуации может выступить как российское издательство, крупные, да, например, Эксмо или Аст, так и индивидуальный предприниматель. Единственным требованием к заказчикам госзакупок выступает финансирование из бюджета. То есть финансирование у нас идет из республиканского бюджета по нашим заказам. Следующий этап, четвертый, да, который завершает этапы комплектования библиотечных фондов. Четвертый этап, он называется приобретение документов и включение их в фонд. Поступление заказанных документов, да, которые уже были отправлены издательству, которые уже были отработаны специалистами, отработаны комплектатором, после того, как они отправились в издательство, да, после того, как издательства уже отработали свои позиции, потому что часто бывает такое, что отправляешь, допустим, 50 наименований издательству, а он поставляет тебе всего 35, то есть 15 нет в наличии, да, то есть издательства проводят тоже такую работу. Потом они выставляют документы. Еще забыла сказать, что работаем мы только по своему шаблону. Никаких посторонних договоров мы не приемлем. То есть шаблон договора наш, это издательство как бы работают по нашему, вписывают свои какие-то данные. И после того, как они все это отработали, выставили счет, товарную накладную, вот на этом этапе как раз и завершается комплектование библиотечного фонда.
Вот не зря я сделала такие картинки, посмотрите, деловые линии и ПЭК. То есть в основном российские издательства отправляют нам заказанные наши книги транспортными компаниями. Это обычно деловые линии или ПЭК. Если заказ маленький, бывает так, что, например, вот, допустим, сейчас я только сделала заказ, 2 книги, да, 2 экземпляра, ну, потому что книга хорошая, мы захотели ее иметь в своих фондах. Естественно, 2 книги никто отправлять транспортной компании не будет. Такие заказы приходят Почтой России. Но в основном вот мы работаем, они работают с транспортными компаниями. Поступление заказанных документов из источников комплектования завершает процесс текущего комплектования, да, о чем я уже говорила, и начинается после этого следующий процесс формирования библиотечного фонда, учет фонда. Но это уже совсем другой процесс, и останавливаться на нем мы не будем. Сейчас я вам рассказала о таком способе комплектования библиотечных фондов, как покупка. Как раз то, чем я и занимаюсь. Основными способами пополнения библиотечных фондов печатными и другими документами в Национальной библиотеке Республики Коми являются покупка, да, о чем только что мы с вами поговорили, подписка, периодические издания, третье – это книгообмен, четвертое – дары, и последний способ – это местный обязательный экземпляр. Сейчас я немножко расскажу о каждом способе, о том, как работаем мы, как работает наша библиотека. Так, про покупку я вам рассказала. Следующий способ – это подписка. Ну, смотрите, Национальная библиотека Республики Коми сотрудничает с 3 крупными подписными агентствами. Это Почта России, это Урал Пресс и Актион МЦФР. Как происходит подписка? Значит, подписка у нас проходит раз в полгода. На подписку также выделяются деньги из регионального бюджета, да, определенная сумма. И вот эти наши подписные агентства, они вывешивают списки для нас, отправляют на электронную почту. Наши фондовики смотрят, делают список то, что хотят журналы, газеты, какие журналы, газеты хотят видеть в своих фондах, да. Потом делается просчет, потому что журналы, если книги, я уже говорила о том, они дорогие, то журналы и газеты, они еще дороже, особенно журналы. Они просто золотые. Поэтому бывает так, вернее не бывает, а каждый год так происходит, что мы не влезаем. То есть наши желания не совпадают с тем, что есть по факту, я имею в виду сейчас деньги, да. Допустим, захотели мы 100 журналов, ну это так, к примеру, а по финансам мы выходим всего лишь на 70. Поэтому здесь происходит такой просчет, приходится опять собираться, из данного списка убирать то, что суммы, то есть откидывать суммы и оставлять самое, что вот действительно очень хотят, да, наши фондовики. Вот. ООО «Уралпресс», вот когда такие ситуации возникают, они делают очень хорошие скидки для нас. Если Почта России, она как бы на скидки не сильно щедрая, да, то Уралпресс, они делают хорошие скидки, и с ними хорошо работать. Подписка проходит 2 раза в год, финансирование нам выделяется в июне и в сентябре, то есть сначала на первое полугодие и потом на второе полугодие. Вы, наверное, все знаете, да, что у нас на нашем официальном сайте нашей библиотеки висят списки, да, списки, сводные списки, то, что заказывает наша библиотека, что получает, и сводные списки других библиотек, то есть то, что получают другие библиотеки нашего города. Следующий способ комплектования – это книгообмен. Что такое книгообмен? Книгообмен – это передача произведений, печати в постоянное хранение из одной библиотеки в другую. Посмотрите на слайде, я указала, да, что книгообмен, он бывает внутренний и международный.
различает да, внутренний международный. Внутренний книгообмен, он подразумевает книгообмен внутри одной страны, да, и международный, можно догадаться, что международный книгообмен – это книгообмен между разными странами. В чем суть, да, этого способа? Библиотека обменивается с партнером списками литературы, предлагаемой для обмена. Из этого списка каждая из сторон выбирает понравившиеся издания, на обмен которых будет в последующем заключен соответствующий договор. У Национальной библиотеки Республики Коми есть свой, опять же, шаблон договора по книгообмену. Именно по нему, опять же, да, мы работаем с другими библиотеками, нашими партнерами. Основной момент нашего договора – каждая из сторон обязуется безвозмездно предоставить другой стороне необходимую литературу, в том числе на электронных носителях, в целях формирования фонда документами, а также пополнять фонды на условиях эквивалентного книгообмена, то есть книга за книгу, журнал за журнал. На данном этапе я хочу сказать, что у нас, вы, наверное, тоже уже знаете, не один человек, у нас есть большой обменно-резервный фонд, да? То есть, что он из себя представляет? Это книги, дублетные книги, да, которые в наших фондах уже есть. Это также списанная литература, непрофильная литература. Обменно-резервный фонд у нас достаточно большой. То есть, как раз для книгообмена у нас формируются списки того, что находится в нашем обменно-резервном фонде, и потом партнер-библиотека, да, вторая сторона, выбирает себе, и у нас происходит такой обмен. Это все бесплатно. Никаких финансовых моментов книгообмен не предусматривает. Благодаря книгообмену в 2021 году, посмотрите, я вывела на слайд, да, с какими библиотеками нам удалось посотрудничать. Национальная библиотека Беларуси, Национальная библиотека Японии, Сахалинская областная универсальная научная библиотека и Азербайджанская национальная библиотека имени Ахундова. Не знаю, правильно ли ударение поставила. Смотрите. Еще забыла сказать то, что у нас книгообмен, обменно-резервный фонд, о котором я говорила. Сейчас пока это база в работе, но когда мы ее завершим, VAPAC Global, да, вы все знаете, что это такое, через наш официальный сайт, да, попадаем в электронный каталог, и там будет специальная графа, она так и называется обменно-резервный фонд. То есть вы сможете со своих компьютеров, да, со своих рабочих мест заходить в нашу базу и смотреть, что у нас есть. То есть вы можете, допустим, даже не только списки смотреть, что у нас есть, ну, например, понадобилась вам та или иная книга, допустим, Иван Алексеевич Куратов, да, в поисковике с заглавием вы вбиваете Иван Алексеевич Куратов и уже видите в базе нашей, есть такая книга или нет. Это все будет сразу показывать, и если у вас будут какие-то пожелания, списки, вы можете писать нам или звонить, или писать на электронную почту, и мы уже будем дальше непосредственно работать с вами. То есть, например, выбрали 10 или 20 книг, пожалуйста, приезжайте и забирайте. Если будет возможность, мы всегда стараемся отправлять с оказией. Следующий способ комплектования библиотечных фондов – дары или пожертвования. Дары или пожертвования как один из источников комплектования. В качестве дара может выступать печатное издание или документ иной формы на любом носителе информации, составляющий предмет комплектования библиотеки, предусмотренный ее профилем. Что подразумевает собой дарение? Посмотрите, дарение – это безвозмездная, бесплатная передача документов в библиотеке
частным лицом или группой лиц, учреждением или организацией периодически, эпизодически, либо однократно в соответствии с определенными условиями. Хочу сказать, что книжные дары для многих библиотек являются постоянными источниками комплектования. Особенно здесь хочется выделить как раз сельские библиотеки, которые, нетрудно догадаться, что финансируются очень слабо, а некоторые вообще, возможно, не финансируются, да. И вот как раз на таком моменте дары, они являются постоянным источником комплектования. И я уверена, что и в ваших библиотеках тоже приходят люди, которые дарят свои книги, да, освобождают свои книжные полки домашние и приносят их в библиотеку. Книги, предлагаемые в качестве пожертвований, имеют разную ценность. От полезных и очень ценных изданий до откровенной макулатуры. Да, это тоже каждый понимает, представляет. И, наверное, я уверена, что каждый сталкивался с этим. Которые, к сожалению, гораздо больше, чем ценных и хороших изданий. Как правило, в качестве дара предлагаются книги, изданные в советский период, в годы, когда библиотеки сами активно комплектовали свои библиотечные фонды, и поэтому включение в фонд документов только потому, что они подарены, хотя несущественно для фонда библиотеки или не отвечают целям и задачам его формирования, ненужная практика. Вот на следующем сайте, посмотрите, я сделала скриншоты с нашего официального сайта, да, с нашей библиотеки. Опять же, синеньким сделала активную ссылочку. Если вы кликните на нее, то вы попадете на наш сайт. Но хотя я уверена, каждый, наверное, побывал уже на нашем сайте. А вот посмотрите, у нас есть целый раздел, который посвящен как раз пожертвованиям, дарам и дарителям. Вот, на первом рисунке, посмотрите, я ввела синеньким кружочечком, как заходить, в общем, да, как попасть на этот раздел. Сначала вы кликаете мышкой о библиотеке. После того, как зайдете на наш официальный сайт, справа наверху о библиотеке, после того, как вы кликнули по ней, вы окажетесь, смотрите, второй рисунок, следующий, всплывает такой раздел «Книга-обмен о дарах и дарителях». И когда вы кликните по нему, вот посмотрите, вы окажетесь вот здесь. У нас целый раздел «Книга обмена о дарах и дарителях». Вот посмотрите, у нас вывешены на нашем сайте списки. Они обновляются ежеквартально. То есть какие это списки, что они из себя представляют? Это списки того, чего мы хотим, да, чего не хватает нашей библиотеке. Называется «Библиотека разыскивает книги». То есть если вы кликните по этому разделу, вам вордовский документ выстроится, где будет список того, что мы хотим. То есть если читатель, допустим, да, зайдет и что-нибудь найдет у себя на полочках, то, что ему уже не надо, а библиотека национальная как бы ищет, да, чтобы восполнить свои лакуны, и принесет нам, то это было бы замечательно. Следующий список, посмотрите, обмен книгами. Этот список предполагает то, о чем я говорила чуть выше, да, то есть это книгообмен, то, что есть в нашем обменно-резервном фонде, то есть это литература не профильная, да, которая не соответствует нашему профилю комплектования, поэтому мы ее предлагаем другим, как физическим лицам, так и юридическим лицам. Также в этом разделе «Обмен книгами» есть список краеведческой литературы, которыми мы можем поделиться. Вот мне кажется, для ЦБС это как раз актуально и интересно. Если не профильная литература, может быть, вам не сильно интересно, то список краеведческой литературы, мне кажется, надо посмотреть каждому. Вот запомните обмен книгами. Заходите туда, находите краеведческий список, открываете его в Word, он представлен там в формате Word, и смотрите те списки, которыми мы можем поделиться с вами. Опять же, после того, как вы выбрали нужные себе позиции, да, вы можете позвонить или написать на нашу электронную почту.
Электронная почта у меня будет в конце. Вы увидите ее. Следующий момент, смотрите, опять же, о чем я говорила, международный книгообмен, да, то есть это то, с кем мы сотрудничали, с кем мы сотрудничаем, что мы можем предложить из своих фондов, да, для обмена другим организациям, библиотекам. То есть вся информация вот в этом разделе. Следующий момент, как стать дарителем, то есть, ну, там справочная такая информация, куда звонить, если, потому что бывает часто то, что человек приходит или звонит в библиотеку и не знает, как это все происходит. Может быть, надо какие-то документы нести, может, ничего не надо нести, куда это нести. Вот у нас дарители, не знаю, как у вас, но у нас, если не каждый день, то через день, может быть, 3 раза в неделю, 2 раза в неделю точно приходят, приносят свои книги. Кто-то приносит очень много, кто-то принесет 5-10 книг, кто-то привозит коробками, да. Допустим, очень часто бывает такое, что люди переезжают в другие регионы или даже меняют, например, квартиру, да, улучшают свои жилищные условия, чтобы не тащить это все в новое жилище, они дарят нам. И раздел, на котором я хотела бы остановиться поподробнее. Вот посмотрите, я обвела его синим кружочком, опять же, для вас. Мы говорим спасибо. Что он из себя представляет? Тут мы благодарим наших дарителей, да, книги которых особенно, допустим, понравились нам, книги которых встали на учет в наши фонды, книги, которые пользуются большим спросом. Вот в этом разделе мы благодарим, перескочила, благодарим своих дарителей. И вот на следующей картинке вы можете увидеть, я опять же сделала скрин, как это выглядит. Вот если кликните на вот этот раздел, вы окажетесь на следующем моменте, где мы говорим спасибо и, в общем, благодарим наших читателей за их щедрые дары. Так. Работу с пожертвованиями в библиотеке регламентируют различные внутренние нормативно-правовые документы. Это могут быть инструкции, положения, правила, которые позволяют обосновать и аргументировать взаимоотношения с дарителями, определить порядок приема документов в библиотечный фонд. У Национальной библиотеки Республики Коми тоже есть такой нормативный документ, это положение. Оно называется «Положение о работе с документами, поступившими в Национальную библиотеку Республики Коми на безвозмездной основе в качестве пожертвования». О чем основные моменты вот нашего этого положения я сейчас вам хочу рассказать, выделить несколько моментов. Дарителям необходимо объяснять, да, то есть когда нам приносят книги из своих там домашних библиотек, дарителям необходимо объяснять, что предлагаемые ими в дар книги библиотека может принять целиком, да, а может не принять вообще, то есть не поставить на учет. Это все делается на усмотрение специалистов. То есть у нас нет такого, что если нам или вам, допустим, принесли книги в дар, то что вы обязаны все это взять и поставить на учет. Нет, совершенно нет. И вот как раз такие моменты и прописаны в этом положении. Также мы говорим сразу, допустим, когда я или мои коллеги, да, приносит читатель свои книги, мы сразу говорим о том, что какие-то книги можем поставить на учет, какие-то нет. И то, что их книги могут пойти на перераспределение либо в другие библиотеки, если, допустим, наши библиотеки они не нужны, возможно, другие библиотеки ее возьмут, организация на безвозмездной основе, либо на буккроссинги. Вот здесь я сделала вам фото нашего маленького книжного домика. Это проект Национальной библиотеки, который называется «Маленькая свободная библиотека». Вот посмотрите, каждый день сотрудник отдела комплектования ходит и пополняет эти книжные домики как раз
этими пожертвованиями, да, дарами, что принесли в свое время нам наши читатели. И об этом мы сразу говорим наших дарителей, да, чтобы они понимали, что что-то может пойти дальше, да, потому что вот у нас был такой случай года 2 назад, может уже 2,5, женщина принесла свои книги, даже не сама принесла, а через кого-то, через какие-то третьи лица передала свои книги для нас. Наши сотрудники, ну, я уже говорила, что это специалист решает, да, брать на учет эти издания или нет. Наши специалисты решили, что на учет эти книги не поставятся, да, и потом через буквально, не знаю, сколько прошло, может месяц, может полтора, приходит эта женщина и с таким явным негодованием предъявляет нам, где ее книги, почему она их не видит на полках, то есть куда мы дели ее книги. Поэтому, чтобы избежать вот таких вот моментов, я говорю и всем советую сразу, когда вот они принесли свои дары, лучше обговаривать эти моменты сразу. То есть не факт, что все возьмется на учет. Так будет честно, но зато потом проблем не будет. И я, например, всегда говорю то, что вот у нас в парке, например, да, вот эти маленькие библиотеки, они у нас по городу стоят в Кировском парке, в Мичуринском парке, в парке имени в Строительском парке. То есть сразу говорю, что, возможно, ваши книги уйдут в маленькие свободные домики. Так, дальше. По желанию дарителя, да, с ним заключается договор пожертвования. Договор, он является юридическим документом, подтверждающим получение документов в качестве пожертвования. В Национальной библиотеке тоже есть такой договор, и мы каждый раз его заполняем. Но это только с пожелания дарителя. То есть если он не против, если он не хочет, то никто не настаивает. Но в основном всегда вот практика показывает, что редко кто отказывается, что ничего заполнять не буду. Да? Вот смотрите, я сделала вам сканы такого договора, по которому мы работаем, договор без имущества передаваемого и акт приема передачи. То есть тут даритель заполняет фамилия, имя, отчество, да, пишет, ставит свою подпись, расшифровку подписи, сколько экземпляров, вот вы можете видеть, он принес. А вторую часть договора мы заполняем уже сами. То есть мы не заставляем сидеть их, и если они, например, принесли 100 книг или 20 книг, без разницы, даже 5 книг, чтобы они сидели и заполняли эту таблицу. Это мы все делаем сами. Количество, наименование документа. Это делает уже специалист отдела комплектования. Это то, что касается даров. Следующий, один из способов, да, комплектования библиотечных фондов – это местный обязательный экземпляр документов. Что это такое? Местный обязательный экземпляр документов – это основа формирования фондов краеведческих коллекций и пополнения фондов библиотек территорий. Его регулирует федеральный закон от 29 декабря 1994 года, номер 77, который называется «Об обязательном экземпляре документов». Что касается непосредственно нашего региона, то у нас есть закон Республики Коми от 3 июля 2008 года, 69-й региональный закон. Называется он «О некоторых вопросах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Республики Коми». Я уверена, что каждая из вас про этот закон слышали. Я не буду сильно глубоко внедряться в корни этого закона, скажу лишь кратко основные моменты, да, что подразумевает собой этот закон. Согласно данному закону, на государственные учреждения, бюджетное учреждение Республики Коми, Национальная библиотека Республики Коми возлагаются такие функции, как обеспечение получения, хранения и использования обязательных экземпляров, изготовленных на территории Республики Коми и за пределами ее территории по заказам организаций, находящихся в ведении Республики Коми.
Еще один такой немаловажный момент. Все производители документов на территории Республики Коми в целях последующего распределения изданий в порядке, установленном статьей 7 статьей настоящего закона, доставляют в государственные учреждения Национальная библиотека Республики Коми 5 обязательных экземпляров книг и брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, журналов, географических карт и атласов. Что касается распределения, обязательные экземпляры распределяются государственным учреждением Национальная библиотека Республика Коми в следующем порядке. 3 обязательных экземпляра остаются в Национальной библиотеке Республики Коми, да, в наших фондах. 1 обязательный экземпляр книг и брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, журналов, географических карт и атласов, официальных документов, республиканских газет, изданий, нотных изданий, неопубликованных документов. 1 экземпляр передается в государственное учреждение Национальная детская библиотека Республики Коми имени Маршака. И 1 обязательный экземпляр передается в государственное учреждение Коми Республиканская юношеская библиотека. То есть понятно, да, что закон действует по всему региону. Допустим, тот или иной автор выпустил книгу, принес в нашу библиотеку 5 экземпляров. 5 это как минимум должен быть, да, который закон как раз, где это прописано в законе. Если хочет, по возможности можно и больше. 5 обязательных экземпляров, 3 из них остаются у нас, да, мы ставим себе на учет. 1 отдаем детской библиотеке имени Маршака национальной, и 1 экземпляр идет в юношескую библиотеку. Доставкой мы не занимаемся, то есть определенное время эти книги копятся для библиотеки Маршака и для юношеской библиотеки, и потом раз в месяц или там раз в 3 недели, как возможность есть у библиотеки, они приезжают на машине и забирают то, что им положено по этому как раз закону. На этом моменте хочу отметить, как мы работаем с авторами и как вообще мы их ловим, да, если можно так сказать. Очень часто бывает, то, что люди выпускают книгу, пишут книги, да, и даже не знают, что они обязаны принести 5 экземпляров в нашу библиотеку, да. То есть выпустили книгу и все, и забыли. Поэтому моя задача, да, как комплектатора, смотреть в интернете, мониторить, что у нас вышло в нашем регионе, о нашем регионе, да. То есть мы даже ловим те книги, которые вышли за пределами Республики Коми, но они написаны о Республике Коми. Вот. Потом, когда бывают такие моменты, что на просторах интернета или где-нибудь в газете, да, увижу, что выпущена та или иная книга, я ищу этого автора. То есть всеми возможными способами. Интернет, там, знакомые знакомых, еще кто-нибудь. Потом я связываюсь непосредственно с автором и говорю о том, что вот по закону от такого-то числа, да, закона Республики Коми об обязательном экземпляре, вы должны предоставить нам вашу книгу 5 обязательных экземпляров. И вот тогда выясняется, что не все об этом даже знают. Что еще хочу сказать о комплектовании, да, библиотечных фондов. Еще раз подчеркну, что комплектование библиотечных фондов – это довольно сложный процесс, да, ответственный процесс, потому что это большая и трудоемкая работа с издательствами, с книготорговыми организациями, с индивидуальными предпринимателями. Финансирование, как я уже говорила, каждый год остается на одном и том же уровне. Книги быстро дорожают, финансирование не добавляет никто, да. И вот в 2021 году, я не знаю, кто-то слышал из вас или нет, от 6 сентября вышло постановление Российской Федерации, да, субсидия в поддержку комплектования российских библиотек. То есть о чем это постановление?
550 миллионов рублей было выделено на всю страну в поддержку библиотек страны. Значит, 2021 год ознаменовался важным событием, да, 550 миллионов рублей на комплектование фондов. Наша библиотека также получила эту поддержку финансовую. Деньги были не маленькие, да, но были определенные сложности и минусы при работе с этой субсидией. Как бы с одной стороны хорошо, что появились дополнительные деньги, что можно было комплектоваться и комплектоваться, да, теми книгами, которые, может быть, мы давно хотели, да. Вот когда я первый раз услышала об этой субсидии, у меня почему-то сразу в голове побежала мысль, наконец-то мы сможем закупить дорогие книги, которые не могли закупить до этого из-за их цены. Допустим, да, если, например, книга стоит 2500 или 3000, то ты уже 100 раз подумаешь, надо ли заказывать такую книгу, точно ли будет она пользоваться спросом, а не будет так, что она постоит на полочке 3-4 года и потом ее спишут. И вот вроде бы такая сумма хорошая, да, субсидия. Я вот почему-то сразу подумала, как раз вот эти дорогие книги сейчас и закупим, то, что не было возможности закупить до этого. Но тут же, значит, как только постановление вышло, сразу за ним Министерство культуры, да, они определенные условия, требования, не условия, а требования. Они, конечно, носили рекомендательный характер, но все равно требования, которые при освоении этой субсидии, значит, что они хотели. Во-первых, очень были сжатые сроки, то есть постановление вышло от 6 сентября, а деньги по факту нам поступили в начале ноября. То есть, понимаете, да, это были огромные деньги, не 1 миллион и даже не 2. И буквально оставался на освоение вот этих денежных средств 1,5 месяца, потому что это уже было после ноябрьских праздников. И до 15 декабря надо было даже 1,5 месяца, наверное, нету. Чуть месяц большим у нас получилось на освоение этих денег, потому что 15-20 декабря мы уже должны были отчитаться перед Министерством культуры Российской Федерации, что абсолютно все деньги до последней копейки, все они освоены. То есть самый большой минус этой субсидии был, по моему мнению, это очень сжатые сроки. Это был такой бешеный темп, то есть мы тут все работали, не поднимая головы, отдел комплектования, наши фондовики, которые заказывали вот эти книги, работали с прайсами, да, то есть это нужно было и скорость большую рассчитать свою как-то так, чтобы это все успеть, и вместе со скоростью еще и внимательность, да, то есть не поназаказывать того, что не надо нашим фондам. Вот это один из самых главных минусов по мне. Второй такой нюанс был, то, что очень много книг отсутствовало на складе у издательств в необходимом объеме. Ну, это можно объяснить тем, что вот представьте, да, вся страна за один раз получила такие миллионы, да, 550 миллионов на всю страну, и то есть все в один момент кинулись закупать у самых крупных издательств те или иные книги. Например, издательство АСТ, да, вот когда после получения субсидий я позвонила им, менеджер, с которой я работаю, приятная, хорошая женщина, она сказала, что очень много звонков, очень большая работа, это же и работа издательством тоже, потому что все библиотеки, да, все, кто получил эту субсидию, хотят в основном одни и те же наименования, да, то есть то, о чем я говорила вам выше, то есть самый топ, так скажем, что читают больше всего, что любит молодежь, что читают дети, потому что детские библиотеки же тоже субсидировались. Поэтому был такой нюанс, что не хватало на складе у них, в общем, книг в наличии не оказывалось, да, то, чего мы хотели, уже не было. Следующий нюанс. Министерство культуры, значит, решило, что средняя стоимость книги стоит 550 рублей, да, и то есть на определенную библиотеку они рассчитали, сколько экземпляров должна получить та или иная книга, если средняя стоимость книги 550 рублей.
Это было очень сложно, потому что вы все, наверное, догадываетесь и все понимаете, что книга давно уже 550 рублей не стоит. Даже художественная книга, она стоит уже около 1000, а то и за 1000 рублей. Не говоря об отраслевых книгах. Например, книги по искусству, они всегда были очень дорогие. Они были и за 2000 книги, и за 3, и за 5, и за 4000 книги по искусству есть, да. И вот в этом тоже был такой неприятный момент. Нам приходилось, допустим, чтобы выйти на эти среднюю цену, вот эти 550 рублей, то есть какую-то книгу смотреть, чтобы она была 800 рублей, допустим, да, а следующая книга была 300 рублей или 200 рублей. Вы сами понимаете, что за 200 и за 300 рублей какие книги могут быть. Это только книги в мягкой обложке, которые, вот как говорит наш один из отделов, да, который тесно работает с читателями, книги в мягкой обложке рвутся уже после второго читателя, а то иной раз уже и после первого. То есть это совершенно не есть хорошо заказывать, осваивать деньги, чтобы они потом после первого-второго читателя уже приходили в негодность. Так, и еще один такой момент у них был, то, что Министерство культуры, они, одним из требований было то, что книга должна быть не старше 2019 года. То есть, если это был 21 год, да, конец 21 года, то это книги 2019, 20, 21 за последние 3 года. А когда я узнала первый раз об этой субсидии, мне очень хотелось восполнить лакуны, да, которых не хватает в нашем фонде, например, книги 2015 года, да, 2016 года, даже, может, книги там какие-то еще более старые, там, 2013 года. Но вот Министерство культуры посчитали, что книга должна быть от 2019 года и моложе, да. То есть это тоже как бы большой минус, потому что получается, что по факту библиотеки с помощью этой субсидии свои лакуны сильно и не восполнили. Что известно, почему я вот сейчас так подробно рассказала вам об этой субсидии. Субсидия рассчитана до 2023 года, то есть получается в этом году она опять будет, в следующем году будет, а дальше, насколько мне известно, да, сказали, что будут смотреть по ситуации в целом в стране, по финансам. Возможно, что ее продлят. Если продлят, то вообще хотят продлить ее до 2030 года. И также говорилось, что эта субсидия на такие крупные библиотеки больше не будет рассчитана. Ее получат как раз ЦБСки. Поэтому я как бы сейчас уже вас готовлю. Возможно, может, вы уже слышали, или будет такое, что вот вам в конце года или в сентябре когда-нибудь скажут, что вот Российская Федерация выделила деньги и необходимо закомплектоваться по полной программе, да? Я это к тому и говорю, чтобы вы были как бы морально готовы. Вдруг что-то вам дадут. Как бы для сельских библиотек это, конечно, будет очень хорошо, потому что если еще они уберут вот эти требования, о которых я говорила выше, да, то есть средняя цена 550 рублей, там годы только самые свежие, то будет вообще замечательно. Мне кажется, благодаря этой субсидии, если она действительно будет направлена на маленькие сельские библиотеки, как говорили об этом сейчас еще недавно я слушала вебинар, и сказали то, что как будто бы да, она будет рассчитана только на маленькие сельские ЦБСки, сельские библиотеки, небольшие городские библиотеки, то это как бы хороший шанс получить действительно хорошую литературу и пополнить свои фонды хорошими качественными изданиями. На этом у меня все. Если у кого есть какие вопросы, вы можете задавать их, я с удовольствием на них отвечу. Все ли было вам понятно?
Дорогие коллеги, спасибо вам большое за внимание. Я смотрю, что вопросов ни у кого нет. Надеюсь, всем было все понятно. Свои... Всем большое спасибо. Можно нам скинуть презентацию? Да, презентацию я обязательно вам скину. И еще хочу сказать, те, у кого не было возможности подключиться сегодня и прослушать вебинар онлайн, будет запись. Запись вам разошлют на ваши почты. И презентацию я вам тоже скину. Да, спасибо вам большое за обратную связь. Я очень рада, что вам понравилось. Если что, на последнем слайде я указала свои... Да, спасибо. На последнем слайде я оставила свою электронную почту. Вы в любой момент всегда можете мне написать. Да, я всегда как бы на связи, у меня почта постоянно открыта. Может быть, возникнут какие-то вопросы в процессе. Дальше будем работать, будем помогать друг другу. Спасибо еще раз. До свидания.